В эфире «Вечерние новости». Расскажем о главных событиях выходного дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Республиканскую клиническую инфекционную больницу построят в столице региона. Глава Якутии осмотрел будущие объекты здравоохранения. В Якутске продолжают устанавливать пожарные сигнализации в деревянном жилфонде. Как подать заявку на бесплатный прибор? Всероссийский турнир по смешанным единоборствам стартовал сегодня в Саратове. Якутию представляют 4 спортсмена. За минувшие сутки в Якутии выявили 215 новых случаев COVID-19, в том числе 49 носителей. Из них в Якутске 114, Оленёкский район 8, Горный 7, Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский и Сунтарский районы по 6. Остальные районы от 1 до 5 заболевших. Летальных исходов от коронавируса за сутки 4. Лаборатории региона провели свыше 4300 исследований. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Точная дата пока не установлена. Планируется, что вакцинация будет происходить поэтапно. За минимальный срок постараются обеспечить вакциной максимальное число человек. Также Песков напомнил, что процедура будет добровольной. Россия зарегистрировала 2 вакцины от коронавируса. Это «Спутник Ви», эффективность которой выше 95%, и «Эпивак Корону». В настоящее время препараты проходят последнюю послерегистрационную фазу. В Якутске частично на дистанционное обучение перевели 13 школ. Это 25% от общего числа образовательных учреждений города. Полностью на дистанционном обучении находятся 34 класса, 28 из-за коронавируса, 6 из-за ОРВИ. По информации мэрии Якутска, сейчас дистанционно учатся более 1100 школьников. Полностью очно продолжают работать всего 9 школ. В остальных 43 занятия проходят в смешанном формате. В детских садах есть закрытые группы, но полностью ни один сад работу не остановил. Из-за коронавируса закрыто 2 группы, еще 15 из-за ОРВИ. Республиканскую клиническую инфекционную больницу построят в столице региона. Об этом сообщил глава Якутии во время объезда строящихся объектов здравоохранения. О будущем медицины Якутии Агафья Гоголева. Айсен Николаев совершил объезд по строящимся объектам здравоохранения. Илдархан посетил новое здание кардиологического диспансера, основные работы которого завершатся в конце 2021 года. Строительство данного объекта повлечет повышение качества оказания медицинских услуг в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня мы видим, что объект уже приобретает такие серьезные черты. 15 тысяч квадратных метров практически его площадь. Уже запускается тепло на объект, работы будут проводиться и зимой, и весной. И мы планируем, что основная часть работ по данному объекту к декабрю следующего года будет полностью закончена. Также глава региона сообщил, что будет возведена новая клиническая инфекционная больница. Ее построят в рамках мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В принципе, не предполагался в эти годы, но жизнь вносит свои коррективы, и пандемия ковида об этом очень четко нам заявила. И со следующего года мы в Якутске начнем строительство республиканской клинической инфекционной больницы. У нас, к сожалению, на сегодняшний день специализированной такой больницы нету. И те отделения, которые есть, они все расположены в приспособленных зданиях 60-х, 70-х годов постройки, которые, конечно же, никак не учитывают те требования, которые сегодня есть к таким стационарам, специально предназначенными для лечения людей с инфекционными заболеваниями. Кроме этого, глава региона ознакомился с работой цеха по изготовлению медицинских масок. Когда началась пандемия, резиденты технопарка первыми отозвались вообще на различные продукты, которые помогают. То есть это были первые, помните, визоры сначала делали, потом рециркуляторы различные, то есть которые сейчас цех производства в технопарке, там производим различные рециркуляторы, покупают школы, поликлиники, детские сады. Компания Стандарт 14, да, наш резидент. Мы посчитали бизнес-план, вышли на производителей, упаковали этот проект практически, да, и вот цех запустили. Я думаю, что, как вот Арсений Сергеевич сказал, то есть нашу географическую удаленность все равно именно свое производство надо.
Цех изготавливает до 20 тысяч масок в день. Средства индивидуальной защиты уже доставлены в 5 крупных организаций города и в 1 район республики. В дальнейшем планируется производить медицинские маски и для детей. Агафья Гоголева, Георгий Григорьев, Владимир Павлов, Якутск. Отделение Мирнинского ковидного госпиталя сможет принимать больше пациентов. Там в 2,5 раза увеличат количество коек. Красную зону посетила и узнала о грядущих обновлениях Ивана Филиппова. Посторонним вход воспрещен. Чтобы попасть в это отделение с камерой и микрофоном, съемочной группе Алмазного края пришлось от макушки до пят облачиться в защиту. Леша, как нельзя. Правда, пациентам этого отделения не до интервью. Сюда попадают люди с тяжелым течением COVID-19. В данное время находится 6 пациентов. 3 из них на искусственной вентиляции легких. В основном пожилые. У каждого сопутствующие заболевания. Хронический бронхит, сахарный диабет, инсульт. Инга Вершинина в красной зоне работает с начала пандемии. Для медиков лучшая награда – выздоровление пациента, говорит медсестра. Дедушку мы выходили 84 года. Поражение было 95%. Это был очень послушный, очень выдержанный пациент. Все зависит от веры человеческой, все зависит от настроения. Михаил Визовец поступил в реанимацию с легочной недостаточностью. Сегодня мужчина идет на поправку. Считает, что именно четкое выполнение рекомендаций врача – залог выздоровления. Как долго надо так лежать на животе? Ну, чем больше, тем лучше. Я стараюсь постоянно так лежать. С начала второй волны пандемии штат работников интенсивной терапии увеличился. На помощь мирнинским врачам пришли реаниматологи из Якутска. Но и работы меньше не стало. Реанимация у нас рассчитана на 6 коек. 6 коек, конечно, мало. У нас постоянно очень много пациентов, поток очень большой. Каждая койка оснащена аппаратами ИВЛ. И на днях вместе с запуском станции кислородной нам выделили 3 новых аппарата ИВЛ. К 6 действующим местам в реанимации добавят еще 10. Недавно еще и кислородную станцию запустили. Теперь пациенты получают кислород с повышенным давлением через централизованную консоль. У нас проблем с подачей кислорода уже нету. Единая кислородная станция, то есть проводка, да, вот эти кислород именно подается в палаты. Это самое хорошее, то что у нас идет как бы экономия на кислородных концентраторах. Сегодня ковидный центр алмазной столицы обслуживает всю Западную Якутию. Это почти половина республики. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Минсельхоз Якутии выражает соболезнования в связи с кончиной после продолжительной тяжелой болезни Маркова Олега Петровича. Заслуженный зоотехник Якутии, почетный гражданин Горного и Мегино-Кангаласского районов, ушел из жизни в возрасте 65 лет. Будучи профессионалом своего дела, Олег Петрович получил множество государственных наград за вклад в развитие сельского хозяйства. Отличник сельского хозяйства Якутии, почетный работник агропромышленного комплекса России и почетный наставник по линии Минсельхоза региона. На протяжении всей своей жизни Олег Петрович вел активную общественную деятельность. Был председателем землячества выходцев из Старогайского наслега Мегино-Кангаласского района в Якутске. Массовая установка автоматических пожарных сигнализаций продолжается в деревянном жилом фонде Якутска. На сегодня удалось поставить более 200 приборов. Для жильцов эта процедура абсолютно бесплатна. О том, как работает пожарная сигнализация и что сделать, чтобы ее установили в вашем доме, узнал Александр Хавренко. Пожары в деревянном жилом фонде столицы, к сожалению, не редкость. А с наступлением холодов пожароопасная обстановка только обостряется. Поэтому с прошлого года администрация города приняла решение устанавливать в деревянных многоквартирных домах датчики пожарной сигнализации. В этом году наибольшее их количество будет установлено в жилом фонде Сайсарского округа. Если в прошлом году в Сайсарском округе было установлено 84 автоматических пожарных сигнализаций с прямым выходом на ЕДДС, то в этом году по плану должно быть установлено 117. На сегодняшний день у нас всего установлено 77 установок, 40 установок сделают до Нового года. Так, в следующем году у нас работы тоже будут продолжены, то есть мы будем постепенно закрывать весь деревянный фонд.
Как отмечают сотрудники управляющих компаний, с появлением в домах автоматических пожарных сигнализаций стало легче отслеживать задымление и предотвращать пожары. Услуга бесплатна за счет субсидий города. При выделении бюджетных средств мы подаем заявку на возмещение затрат по субсидии, нам ее возмещают, мы перечисляем денежные средства подрядчику за установку. Установка совершенно все бесплатно, техническое обслуживание составляет 1 рубль с квадратного метра. Но данная пожарка нас спасает дома, очень много спасает. При любой там подгорела пища, еда, сразу срабатывают взводом на ЕДДС, и нам приходят даже диспетчерам моим приходят, ко мне смс, я вижу адрес и причину возгорания. Для того, чтобы в доме установили автоматическую пожарную сигнализацию, достаточно провести общее собрание жильцов, запротоколировать желание установить систему и подать заявку в управляющую компанию. И чем больше сознательных горожан это сделают, тем больше пожаров в столице удастся предотвратить. Так, за этот год, благодаря своевременному оповещению, удалось предотвратить 14 пожаров. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Именную стипендию первого президента Якутии «Знанием победишь» получил нирингринец, ученик 11 класса Кирилл Куницын. Вручение премии в этом году впервые прошло в онлайн-формате. Стипендия – это дополнительная мера поддержки талантливых педагогов и школьников. Кирилл – неоднократный победитель международных, всероссийских и республиканских научно-практических конференций и фестивалей, обладатель звания «Действительный член Малой академии наук Якутии», автор научных статей и публикаций во всероссийских и международных печатных изданиях. После окончания лицея в 2021 году Кирилл Куницын планирует связать свою жизнь с программированием и продолжить свою научную деятельность в этой сфере. В 8 классе я начал заниматься робототехникой, начал, и проектной деятельностью. Это интересно создать что-то свое, изобрести, чтобы оно работало. Сейчас я сайт делаю, программирую для стартапов. Всероссийский турнир по смешанным единоборствам памяти прославленного тренера Нурмугамедова-старшего стартовал сегодня в Саратове. На этом турнире Якутию представляют 4 спортсмена. В весе 61 килограмм выступают Александр Горохов и Федор Агаюкин. До 70 килограммов Герман Березкин, а в весе до 77 килограммов Григорий Барашков. За победу бьются свыше 200 спортсменов. Больше всего участников приехало из Дагестана, родины Нурмугамедова. Турнир проходит по олимпийской системе. Сегодня будут известны имена финалистов. За ходом турнира следите на инстаграм-странице и YouTube-канале НВК «Саха». Уровень соревнований, я думаю, на очень высоком уровне, потому что 2020 год из-за пандемии коронавируса был отменен Кубок России, Чемпионат России и многие другие всероссийские турниры по Союзу ММА России. Из-за этого очень много ребят сидели без боев, голодные, как говорится. Из-за этого действующие чемпионы мира, Европы, России, все здесь. Так что конкуренция будет бешеная. На этом пока вся информация, но наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.